Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукурджона Зухурова состоялось 8-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва. В работе данного заседания принимали участие председатели Конституционного суда, Верховного суда, Высшего экономического суда, генеральный прокурор, председатель Счетной палаты Республики Таджикистан, председатель Национального банка Таджикистана, директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам и он же полномочный представитель главы государства в Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, ответственные работники аппарата Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон, а также представители средств массовой информации. Помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан в Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зариф Ализода выступил по вопросам повестки дня и зачитал указы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, об освобождении Хакимзода от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, об освобождении Бобозода от должности министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, о назначении Ходжазода Орифа Ашури председателем Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, о назначении Файзулозода Заробедина Кудрата министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Относительно указов президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 8-м совместным заседанием Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва были приняты соответствующие решения. Свыше 30 вопросов, касающихся политических, экономических и культурно-социальных аспектов нашей республики, были обсуждены и поддержаны в ходе состоявшейся сегодня 18-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва. Члены Маджлиси Милли обсудили и поддержали законы Республики Таджикистан о ввозе и вывозе исторических культурных ценностей, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией, об ответственности родителей за воспитание и обучение детей, о государственной службе, а также изменения и дополнения в ряд кодексов и законов Республики Таджикистан. В ходе обсуждения повестки дня сессии председатели комитетов Верхней палаты парламента отметили, что эти законы направлены на усиление законности в обществе, развитие экономики и социальной сферы Таджикистана. Также в ходе 18-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан с отчетом о контроле над точным соблюдением и одинаковом выполнении законов на территории Республики Таджикистан в 2018 году выступил генеральный прокурор Республики Таджикистан. К другим темам. Наш мир, он такой яркий, вдохновляющий и светлый, несомненно, благодаря электрической энергии. Именно она приносит в каждое село, город, улицу, в каждый дом тепло и уют, но мало кто знает, каким трудом достается электроэнергия. Она вырабатывается на гидроэлектростанциях Таджикистана. И сколько бы много ни вырабатывалось электроэнергии, ее необходимо экономить каждому из нас. При этом каждый должен помнить, что использование электричества, электроэнергии и своевременная оплата за использованное электричество являются основными условиями для полного и бесперебойного обеспечения электроэнергии. Трудно представить жизнь без электроэнергии. Без нее невозможно осуществить многие технологические процессы. Электричество упрощает нам жизнь и делает ее ярче. Но мало кто задумывается о том, с каким трудом достается электроэнергия. Электричество вырабатывается в основном на гидроэлектростанциях Таджикистана, которые вырабатывают экологически чистую энергию. Кроме того, чтобы электроэнергия пришла в каждый дом, необходимо строить, обновлять и модернизировать новые и действующие гидроэлектростанции, сооружать линии электропередачи, подстанции и другую инфраструктуру.
А для этого требуется немало усилий, особенно в горных условиях Таджикистана, а также огромные капиталовложения, привлечение внешних инвестиций и поставка новейшего оборудования мировых производителей. За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны увеличилась в объеме 1520 мегаватт. Были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи. В целом принимаемые меры позволяют Таджикистану укрепить энергетическую независимость и совершенствовать энергетическую систему страны. Но сколько бы энергии ни вырабатывалось, ее необходимо экономить и рационально использовать. Одним из факторов экономии электроэнергии является использование энергосберегающих приборов и технологий, а также важно следить за рациональным использованием электрических приборов, не использовать их без необходимости. Всегда надо помнить, электроэнергию нужно экономить и рационально использовать. Совершенствование системы организации и управления энергоснабжения, учета и снижения технической потери электроэнергии, экономия электроэнергии, своевременная оплата за ее использование как населением, так и предприятиями, организациями и учреждениями является признаком высокой культуры и гражданской ответственности каждого жителя, каждого предприятия и способствует стабильной и надежной работе сетей передачи энергии и в целом энергетической системы Таджикистана. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Центр геополитических исследований Российско-Таджикского славянского университета организовал международную научную конференцию на тему «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в 21 веке. Приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество». В работе конференции приняли участие и выступили с докладами ученые и международные эксперты из Российской Федерации, а также стран Центральноазиатского региона. На конференции эксперты провели анализ особенностей национальных стратегий новых государств Центральной Азии в условиях геополитической трансформации региона, акцентируя внимание на рассмотрении модели интеграции новых акторов и их внешнеполитических приоритетов. Особое внимание было уделено национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Тема сегодняшней конференции «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в 21 веке», она очень актуальна и своевременная, поскольку с началом нового этапа во взаимоотношениях государств Центральной Азии начались новые тренды, которые сегодня характеризуют государства Центральной Азии и в целом регион Центральной Азии на мировой арене. Это усиление лидеров государств региона на интеграцию наших стран в единое экономическое и политическое пространство. В Таджикистане, в частности, принята национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, основной целью которой является снижение уровня бедности, улучшение социально-экономического положения и устойчивое экономическое развитие Республики Таджикистан. Специалисты рассмотрели вопросы обеспечения региональной безопасности в рамках интеграционных организаций, акцентируя внимание на информационных аспектах обеспечения стабильности. Участниками конференции был дан анализ особенностей экономического и гуманитарного взаимодействия государств в Центральноазиатском регионе в условиях геополитических перемен. К зарубежным новостям. Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш, Даке, выросло до 25 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших. Пострадали не менее 70 человек. 19 тел обнаружили в самом здании, еще 6 скончались в больницах. Поисковая операция продолжается. 15 человек погибли, 17 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в сомалийской столице Могадишо. Ранее сообщалось об 11 погибших и 16 пострадавших. В одном из районов Могадишо, около ресторана и гостиницы, взорвался заминированный автомобиль. Взрыв разрушил здание ресторана. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок. По меньшей мере 50 человек пострадали в результате столкновения двух
двух пассажирских поездов на севере Италии. Авария произошла в провинции Кома. Большого числа пострадавших удалось избежать, потому что поезда столкнулись на низкой скорости. Более 30 человек погибли в Гватемале в результате наезда грузовика. Причины происшествия пока не установлены. Некоторые местные СМИ написали, что толпа зевак собралась вокруг места другого ДТП, и в этот момент в них врезался тяжелый грузовик. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. О развитии событий в вечерних выпусках информационной программы «Ахбор». Будьте здоровы!